Я подхватил ее на руки, хрупкое, почти невесомое тело обмякло в моих руках, а большой лохматый пес зарычал, но в его рыке было больше отчаяния, чем угрозы. В тот миг, стоя на холодном ветру у свинцовой воды, я еще не знал, что спасаю не ее, а самого себя. Скрип-скрип. Старое кресло-качалка. Мой верный товарищ уже много лет. Оно помнит больше, чем иные люди. С веранды открывается вид на сад, который мы с Анной сажали вместе, когда деревья были еще тонкими прутиками. Сейчас они могучие, раскидистые. В их тени так сладко пахнет яблоками и скошенной травой. Оттуда, из-за яблонь, доносится заливистый смех. Это мои внуки, Анечка и Миша. Мое позднее, невымоленное счастье. Жена сейчас вынесет нам яблочный пирог, ее фирменный, с корицей. И пока солнце будет клониться к закату, окрашивая небо в медовые и розовые тона, я расскажу вам все, с самого начала. Истории нужно рассказывать, иначе они умирают внутри, а вместе с ними умирает и часть души. Моя история о том, как одна река едва не стала моей могилой, но вместо этого подарила мне новую жизнь. Видите ли, жизнь, она ведь и есть река. Иногда несет тебя потихоньку, поблескивая на солнце, а иногда закручивает в темном водовороте так, что дна не видно. Мой водоворот начался за 3 года до той встречи. 3 долгих, бесконечных года, которые я провел на самом дне. Все рухнуло в один октябрьский вечер, такой же, как сотни других. Я ехал с работы, немного уставший, но довольный. В кармане лежали билеты в кукольный театр на выходные для моего 5-летнего Мишки. Я представлял, как он будет смеяться, как его маленькая ладошка будет сжимать мою, как моя Лена, моя милая Елена, будет смотреть на нас обоих своими теплыми, как летний мед, глазами. Я купил ее любимые пирожные, миндальные, простые земные планы простого счастливого человека. Я не довез им ни билеты, ни пирожные. Они ждали меня на автобусной остановке. Хотели сделать сюрприз, встретить. И встретили пьяного ублюдка за рулем старой «Волги», который решил, что правила и чужие жизни — это не для него. Я не помню самого удара. Я помню тишину после него. Оглушающую вакуумную тишину, в которой утонули все звуки мира. Пропал смех моего сына, нежный голос моей жены, шелест листьев, гул города. Мир стал немым и бесцветным. Следователь во мне умер в тот же день, что и моя семья. Я приехал на место происшествия уже не как сотрудник органов, а как человек, у которого вырвали сердце. Я видел все: осколки, кровь на асфальте, белую туфельку Лены, одиноко лежащую у бордюра. После этого началось небытие. Первым делом я ушел с работы. Как я мог вершить правосудие, когда оно оказалось таким издевательски слепым ко мне? Когда убийца моей семьи, сынок какого-то чиновника, отделался условным сроком и смешной компенсацией, которую его отец швырнул мне в лицо через адвоката. Я молча выслушал приговор, не дрогнув ни единым мускулом. Друзья хлопали по плечу, говорили: «Виктор, надо бороться. Мы подадим апелляцию, мы его посадим». А я смотрел на них и не понимал, зачем. Даже если его четвертуют на главной площади, разве это вернет мне теплые объятия Лены? Разве я снова услышу, как Мишка кричит мне с порога: «Папа пришел»? Нет. И вся эта борьба казалась мне лишь суетливым танцем на костях.
Я положил заявление на стол своему начальнику, который пытался меня отговорить. «Работа спасет, Виктор, среди людей легче». Я только покачал головой. «Я в себе», — ответил я, — «просто смысла в этой работе больше не вижу». И я заперся. Заперся в нашей квартире, которая в одночасье превратилась из уютного гнезда в склеп. Я ничего не трогал. На вешалке так и висел легкий плащ Лены, пахнущий ее духами, ландышем и дождем. В детской на полу замер игрушечный паровозик, который Мишка так и не довел до станции кровать. Я ходил по комнатам как призрак, натыкаясь на острые углы воспоминаний. Каждая чашка, каждая книга на полке, каждая фотография кричала об их отсутствии. Я перестал спать. Ночами я сидел на кухне, смотрел в темное окно и слушал тишину. Она была моим главным собеседником и моим палачом. Время перестало существовать. Дни слились в один серый тягучий кисель. Я выходил из дома только в магазин за самым необходимым. Хлеб, молоко, что-то, что можно было съесть, не готовя. Я осунулся, зарос щетиной. Люди на улице смотрели на меня с опаской или с жалостью. Мне было все равно. Я ощущал себя так, словно меня накрыли огромным стеклянным колпаком. Я все видел, все слышал, но звуки и краски мира не достигали меня, разбиваясь о невидимую преграду моего горя. Иногда я ездил на кладбище. Это был единственный ритуал, который я соблюдал. Раз в месяц, в день их гибели. Поездка туда была пыткой. Я покупал у ворот 3 алые гвоздики. 2 для нее, 1 для него. Пожилая цветочница уже узнавала меня и молча протягивала цветы, не задавая лишних вопросов. Я подолгу сидел на холодной скамейке у двойного гранитного памятника, смотрел на их улыбающиеся лица на фотографии. Красивая молодая женщина и мальчик с озорными глазами. Они улыбались, а я не мог даже выдавить из себя слезинки. Все слезы, казалось, выгорели внутри, оставив после себя только пепел. В тот день, с которого началась эта история, я тоже был там. Был конец марта, промозглый, сырой день. Небо было затянуто серой ватой. Мелкий дождь моросил, превращая землю в грязное месиво. Я прибрал на могиле, сгреб старые листья, поправил венок, зажег лампадку, хотя никогда раньше этого не делал, просто продавщица у ворот так настойчиво ее предлагала. Красный огонек слабо мерцал под порывами ветра, и от этого становилось еще тоскливее. Я поднялся, прикоснулся ладонью к холодному влажному камню. «Простите», — прошептал я, сам не зная, за что прошу прощения. Может, за то, что остался жив, а может, за то, что больше не хотел жить. Обычно после кладбища я садился на автобус и ехал домой, в свою тюрьму-квартиру. Но в тот день что-то изменилось. Я посмотрел в сторону остановки и понял, что не могу. Не могу вернуться в эти стены, в эту тишину. Ноги сами понесли меня прочь, куда глаза глядят, и привели меня к реке, к старому мосту, который соединял 2 части нашего Приреченска. Именно там, на полпути через мост, на самом дне своего отчаяния, я и увидел ее. Или, вернее, сначала увидел его, верного пса по имени Буран. Я брел, не разбирая дороги. Ноги несли меня сами, словно у них была собственная,
отдельная от моего опустошенного сознания воля. Они привели меня на старый горбатый мост, перекинутый через нашу реку Приреченку. В это время года река была неузнаваема. Вешние воды сделали ее полноводной, злой. Мутный свинцовый поток, вздувшийся от талого снега, нес с собой вырванные с корнем коряги, какой-то мусор, прошлогоднюю листву. Вода бурлила, пенилась у бетонных опор моста, и ее низкий утробный гул, казалось, проникал в самые кости. Я остановился ровно посередине. Машины с шипением проносились мимо по мокрому асфальту, обдавая меня мелкими брызгами, но я их не замечал. Я оперся локтями о холодные, скользкие от влаги чугунные перила, покрытые слоями облупившейся краски и ржавчины. Всмотрелся вниз, в темную, несущуюся массу воды. А вот ведь и выход. Мысль пришла не как озарение и не как крик отчаяния. Она пришла тихо, буднично, как уставший путник, наконец добравшийся до ночлега. Простое решение. Один шаг через ограду, короткий полет, удар ледяной воды и все. Конец боли, конец воспоминаниям, конец этой серой, беспросветной пустоте. Не будет больше ни тишины в пустой квартире, ни фотографий на стене, ни годовщин смерти. Будет только покой. Холодный, темный, но покой. Я даже почувствовал какое-то извращенное облегчение. Вот оно, то место, куда мне нужно было идти. И я не боялся. Страх умер во мне 3 года назад вместе с Леной и Мишкой. Осталась только всепоглощающая усталость. Я медленно выпрямился, перенес вес на руки, готовясь перекинуть ногу через перила. И в этот самый момент мой взгляд, скользнув по унылому пейзажу прибрежной полосы, зацепился за что-то неправильное. Что-то, что нарушало серую гармонию запустения. Там, внизу, у самой кромки воды, среди кучи прелых листьев и выброшенного хлама, было движение. Сначала я не мог разобрать, что это. Просто темное пятно, которое вело себя странно. Мой мозг, годами натренированный на поиск аномалий, включился автоматически против моей воли. Я прищурился. Это была большая собака. Лохматая, темная. Она беспокойно металась на одном месте, то припадая к земле, то вскакивая, словно пыталась кого-то разбудить. Она кружила возле чего-то издалека, похожего на кучу старого тряпья. Моя первая мысль была равнодушной. Бездомный пес у какого-нибудь мусора. Но что-то в его движениях было не так. У них сквозила паника, отчаянная настойчивость. И тогда я разглядел. Тряпье имело очертания человеческого тела, свернувшегося калачиком. Мысль о собственном конце мгновенно испарилась, вытесненная старой профессиональной привычкой. Пьяный, замерзающий бездомный или кто-то, кто пришел сюда с той же мыслью, что и я, но оказался решительнее. Эта последняя догадка кольнула меня где-то глубоко внутри. Я не мог просто стоять и смотреть. Еще не мог. Путь вниз к берегу оказался крутым и скользким. Глинистая тропа, размытая дождями, разъезжалась под ногами. Я несколько раз едва не упал, цепляясь за голые ветви кустарника. Холодный ветер бил в лицо, трепал полы пальто. С каждым шагом вниз туман в моей голове рассеивался, уступая место звенящей ясности.
Я действовал. Впервые за 3 года я совершал осмысленное действие, не связанное с моим горем. Когда я подошел ближе, картина стала ясна. На мокрой холодной земле, поджав колени к груди, лежала девушка. Совсем молодая. Из-под выбившейся пряди темных волос виднелось бледное, почти синее от холода лицо. Она не двигалась. А собака, заметив меня, мгновенно преобразилась. Шерсть на загривке встала дыбом, из пасти вырвался низкий, предупреждающий рык. Пес был крупным, дворняга, но в его породе угадывалось что-то от овчарки, умные, преданные глаза и мощные лапы. Он встал ровно между мной и своей хозяйкой, не оставляя ни малейшего прохода. «Тихо, парень, тихо», — сказал я как можно спокойнее, поднимая руки ладонями вперед, показывая, что у меня нет оружия. «Я не трону ее. Видишь, ей плохо. Я помочь хочу». Пес не сводил с меня напряженного взгляда. Рычание не прекращалось, но и не усиливалось. Он оценивал. «Ты молодец. Ты ее охраняешь», — продолжал я говорить с ним, как с человеком. «Но ты один не справишься. Ей нужен врач. Нужен человек. Пойми же, дружище». Я сделал крошечный, почти незаметный шаг в сторону. Пес напрягся, но не бросился. Он словно взвешивал мои слова, всматривался в мое лицо. И, кажется, что-то в моих глазах или в моем голосе убедило его. Он перестал рычать, сделал неуверенный шаг в сторону и сел, не отрывая от меня взгляда. Он не доверял мне, но давал шанс. Я опустился на колени рядом с девушкой. От нее пахло речной сыростью и холодом, но не алкоголем. Я осторожно приложил 2 пальца к ее шее. Пульс был. Слабый, едва уловимый, как трепыхание пойманной птички, но он был. Жива. Я легонько потряс ее за плечо. «Эй, вы меня слышите?» Она слабо застонала, и ее веки дрогнули. Глаза приоткрылись, мутные, ничего не выражающие. «Буран», — прошептала она одними губами. «Где Буран?» «Здесь твой Буран». «Здесь», — ответил я, а пес, услышав свое имя, тихонько заскулил. «Но что мне с вами делать? В больницу тебе надо». «Нет, не надо», — пробормотала она и снова провалилась в беспамятство. Я растерянно огляделся. Тащить ее на себе вверх по скользкому склону нереально. Оставить здесь она замерзнет насмерть. Я оказался в дурацком, безвыходном положении. И тут за спиной раздался веселый, чуть дребезжащий голос. «Что, друг, подруга лишнего хлебнула?» Я обернулся. Неподалеку, у старенького замызданного грузовичка-бычка, стоял коренастый мужичок в засаленной телогрейке и ушанке. Он ковырялся в моторе, но теперь с любопытством смотрел на нас. «Да нет, не в этом дело», — ответил я. «Плохо ей. Вижу, что нехорошо», — кивнул мужичок, утирая руки грязной тряпкой. «Давай помогу, что ли? Если недалеко, доброшу. Вон карета моя», — он махнул рукой на грузовик. «В кузов полезайте. Довезу, чего там, грязнее не станет». Это было спасением. Неожиданным и до смешного своевременным. «Нам недалеко, вон, на соседнюю улицу», — заторопился я, обрадованный такой помощью. Я осторожно поднял девушку на руки. Она оказалась почти невесомой, как ребенок.
Уложил ее в пустой холодный кузов на какой-то брезент, залез сам. «Буран, ко мне!» — крикнул я, и пес без раздумий одним махом запрыгнул следом. Мужичок крякнул, глядя на нашу компанию. Захлопнул борт, и старенький грузовик, чихнув сизым дымом, тронулся с места. Всю дорогу я сидел на холодном металлическом полу, придерживая голову девушки, чтобы ее не трясло на ухабах. Буран улегся рядом, положив свою большую теплую голову ей на колени и не сводя с меня своих умных тревожных глаз. Я впервые за долгие годы чувствовал, что несу за кого-то ответственность. И это было странное, почти забытое, пугающее и одновременно правильное чувство. Водитель «Бычка» высадил нас у моего подъезда, отказался от денег. Лишь махнул на прощание своей промасленной рукавицей и, громыхая, укатил во мрак. И вот я стою на мокром асфальте, с одной стороны большая встревоженная собака, с другой обмякшее тело незнакомой девушки на моих руках. Холодный мартовский ветер пробирал до костей. Я впервые за несколько часов посмотрел на свой дом со стороны и ощутил абсурдность происходящего. Я Виктор, 45-летний вдовец, бывший следователь, человек, добровольно похоронивший себя заживо, тащу в свой склеп двух совершенно чужих живых существ. Подъем по лестнице показался мне вечностью. Девушка была легкой, но руки затекли, а каждый шаг отдавался гулким эхом в пустом подъезде. Я неуклюже пытался достать ключи, придерживая ее плечом. Буран семенил рядом, тревожно поскуливая и тычась мокрым носом мне в ногу. Наконец замок щелкнул. Я перешагнул порог, и меня окутал знакомый, спертый воздух моей квартиры. Запах пыли, застарелой скорби и одиночества. Сейчас в него вплетался новый чужеродный аромат. Запах речной воды, сырой земли и мокрой собачьей шерсти. Я прошел в гостиную, единственную комнату, где еще теплились остатки былой жизни. Я осторожно опустил свою ношу на старый продавленный диван. Расправил ее спутанные волосы, убрал с лица мокрую прядь. В тусклом свете лампочки с лестничной клетки она выглядела совсем ребенком. Острые скулы, темные круги под глазами, потрескавшиеся губы. Я укрыл ее старым шерстяным пледом в клетку, тем самым, под которым мы с Леной любили смотреть кино холодными вечерами. Руки действовали на автомате, а в голове билась одна единственная мысль: что я наделал? Что, если она умрет? Прямо здесь, на моем диване. И мне придется объяснять полиции, кто она такая и почему я не вызвал скорую. Что, если она очнется и обвинит меня в чем-нибудь? Или окажется наркоманкой, воровкой? Мой профессиональный цинизм, дремавший 3 года, проснулся и начал подбрасывать один сценарий хуже другого. Я стоял посреди комнаты, как истукан, чувствуя себя полным идиотом. Это была ошибка. Глупая, сентиментальная ошибка. Нужно было просто пройти мимо. Буран подошел ко мне и снова ткнулся носом в руку, на этот раз настойчивее. Он посмотрел на меня своими невероятно умными глазами, а потом перевел взгляд на миску для воды, стоявшую в углу еще со времен, когда у нас был кот. Пес хотел пить и есть. «Ну, и что мне с вами двоими делать?» Тихо спросил я у него, и слова, произнесенные вслух в гулкой тишине, немного отрезвили меня. Собака была реальной проблемой, которую нужно было решить прямо сейчас. Я пошел на кухню. В моем холодильнике было шаром покати. Пакет молока, полбуханки хлеба, засохший сыр, но в морозилке в самом дальнем углу я нащупал окаменевший брикет пельменей. Последняя пачка, купленная еще в прошлой жизни. Я поставил на плиту кастрюлю с водой, чиркнул спичкой,
Голубой огонек конфорки заплясал во мраке кухни. Я не готовил ничего горячего уже, я не помнил сколько. Вскоре по квартире поплыл густой домашний запах вареного теста и лаврового листа. Запах которого эти стены не слышали целую вечность. Он был таким живым, таким настоящим, что на мгновение мне стало не по себе. Словно я предал память своей семьи этим простым будничным действиям. Я выловил пельмени в старую эмалированную миску, остудил их под струей холодной воды и поставил на пол перед Бураном. Он недоверчиво понюхал еду, снова посмотрел на меня и только потом жадно принялся за еду, громко чавкая и стуча миской по линолеуму. Когда он все съел, то подошел и осторожно лизнул мою руку. И этот простой жест благодарности пробил в моей ледяной броне первую крошечную трещину. Я машинально погладил его по жесткой спутанной шерсти на загривке. Ночью я провел в кресле напротив дивана. Я не мог уйти в спальню. Не мог лечь в свою постель, оставив в доме чужого человека. Я же дремал под утро урывками и каждый раз просыпался от малейшего шороха. Мне снились мутные тревожные сны. А разбудил меня уже знакомый мокрый нос Бурана. Собаке нужно было на улицу, было еще темно. Я накинул куртку и вывел его во двор. Ошейника и поводка у меня, конечно, не было, только рядом держись, пробормотал я. Потеряешься — твои проблемы. Но Бурана не думал убегать, он сделал свои дела и тут же повернул к подъезду. Когда мы вернулись, она уже не спала. Сидела на диване, закутавшись в плед, и с испугом осматривала незнакомую комнату. Наши взгляды встретились. В ее глазах плескался такой страх, что мне стало неловко. «Доброе утро», — сказал я как можно мягче. «Не бойтесь, вы у меня дома. Вы спасли меня», — тихо произнесла она. Голос у нее был слабый и хриплый. «Простите, что я вам столько хлопот доставила». «Хлопот немного», — буркнул я, чтобы прекратить эти извинения. «Давайте лучше познакомимся. Я Виктор. Анна. Очень приятно, Анна. Вы есть хотите? У меня, правда, не ресторан, но яичницу сообразить смогу». Она кивнула. Пока я гремел на кухне сковородкой, она тихо прошла в ванну. Вскоре оттуда донесся шум воды. К завтраку она вышла посвежевшая, с влажными расчесанными пальцами волосами. Без уличной грязи и синевы на лице она оказалась на удивление миловидной, хоть и очень худой. Бледная кожа, большие зеленоватые глаза с темными тенями под ними. И что-то надломленное во всем ее облике. Мы ели молча. Это было самое неловкое молчание в моей жизни. Я видел, что она собирается с мыслями, чтобы поблагодарить меня и уйти. Я видел, как она смотрит на дверь, и я понимал, что ей некуда идти. Что, уйдя отсюда, она снова окажется там же, на берегу или в каком-нибудь подвале. И образ ее беззащитного тела на холодной земле снова встал у меня перед глазами. «Вот что, Анна», — сказал я, когда она поставила пустую чашку на стол. «Давайте без церемоний. Я вижу, что идти вам некуда. А мне, если честно, все равно, сколько человек в этой квартире молчит, один или двое. Так что оставайтесь». Она вскинула на меня огромные изумленные глаза. «Но я не могу. Я не могу вас стеснять». «Вы меня не стесните», — отрезал я. «Квартира большая, места хватит.
Живите сколько нужно. Я с вас ничего не потребую. Считайте это временным убежищем для вас и для вашего телохранителя». Я кивнул на Бурана, который дремал у ее ног. Она смотрела на меня долго, словно пытаясь понять, в чем подвох. А потом ее глаза наполнились слезами, и она только прошептала: «Спасибо». Так началась наша тихая, странная жизнь. Шли дни, складываясь в недели. Мы жили в одной квартире, как два призрака. Я рано утром уходил на работу, устроился охранником на склад, чтобы хоть чем-то занять голову и время. Анна весь день была дома. Когда я возвращался, в квартире всегда было чисто, а на плите стоял скромный ужин. Она оказалась прекрасной хозяйкой. Постепенно мой запущенный дом начал оживать. Исчезла пыль, заблестели окна, на кухонном столе даже появилась вазочка с какими-то весенними веточками. Она делала все это тихо, незаметно, стараясь не попадаться мне на глаза. Она никогда не заходила в мою спальню или в комнату Мишки. Она чувствовала границы и уважала мое горе. Мы почти не разговаривали. Доброе утро, приятного аппетита, спокойной ночи. Наш словарный запас был скуден. Единственной темой, которая нас объединяла, был Буран. Я выгуливал его на рассвете, она днем и вечером. Иногда мы пересекались во дворе. «Сегодня тепло», — говорил я. «Да, Буран даже в лужу залез», — отвечала она. И мы оба слабо улыбались. Эти короткие, ничего не значащие диалоги были единственными островками общения в нашем море молчания. Я привыкал к ее присутствию, привыкал к тихому шуршанию ее тапочек, к запаху супа на кухне, к тому, что в доме больше не было оглушающей, мертвой тишины. Это пугало меня. Я боялся привязаться, боялся, что однажды она так же тихо исчезнет, как и появилась, и в моей душе образуется новая дыра, которую я уже точно не переживу. Поэтому я держал дистанцию, и она тоже. Прорыв случился неожиданно. Спустя почти 2 месяца нашей совместной жизни. Был субботний вечер. Я сидел в своем старом кресле, бездумно глядя в телевизор. Анна что-то тихо делала на кухне. Буран, которому в квартире, видимо, стало скучно, обследовал все углы и под диваном нашел то, что было скрыто от глаз почти 3 года. Маленький резиновый мячик моего сына. Яркий, желтый, с неуклюже нарисованной черным фломастером смешной рожицей. Мишка сам ее нарисовал за день до гибели. Буран выкатил мячик на середину комнаты и легонько ткнул его носом. Желтый шарик с улыбающейся рожицей прокатился по полу и замер у моих ног. И в этот миг плотина, которую я строил 3 года, рухнула. Я взял мячик в руки. Его потертая, знакомая до боли поверхность обожгла пальцы. Я увидел пухлые пальчики сына, сжимающие черный фломастер. Услышал его заливистый смех. Почувствовал его вес на своих плечах. Все разом, с невыносимой, оглушающей силой. Из груди вырвался странный, сдавленный звук, не то стон, не то всхлип. Я сжал мячик в кулаке и закрыл лицо руками. И заплакал.
Впервые за 3 года. Не тихими слезами скорби, а горькими, отчаянными, мужскими слезами, которые рвали меня начисти изнутри. Я рыдал, содрогаясь всем телом, не в силах остановиться, оплакивая не только их, но и себя, свою мертвую душу, свою разрушенную жизнь. Я не слышал, как она подошла. Я просто почувствовал легкое, почти невесомое прикосновение к своему плечу. Анна стояла рядом. Она ничего не говорила, не произносила глупых, утешительных фраз. Она просто была рядом. Ее рука лежала на моем плече, и в этом простом прикосновении было больше сочувствия и понимания, чем во всех словах, что я слышал за эти годы. Теплая собачья морда Бурана легла мне на колени, и я начал говорить, глядя в пустоту сквозь пелену слез. Я рассказал ей все. О Лене, о Мишке, о том проклятом вечере, о пустой квартире, о бессмысленности каждого прожитого дня. Слова лились из меня сбитым, путанным потоком, и с каждым словом мне становилось легче, словно я выплескивал яд, который так долго травил меня изнутри. Когда я закончил, в комнате повисла тишина. Я был опустошен и впервые за долгое время спокоен. Я убрал руки от лица и посмотрел на Анну. Она тоже плакала. Тихо, беззвучно. По ее щекам просто текли слезы. В тот вечер мы перестали быть чужими. Лед тронулся. Тот вечер изменил все. Словно прорвавшаяся плотина унесла с собой не только мое горе, но и ту невидимую стену, что стояла между нами. Тишина в квартире перестала быть гнетущей. Она стала уютной. Мы начали ужинать за одним столом, а не по очереди. Разговоры наши все еще были немногословны, но теперь в них не было неловкости. Мы говорили о погоде, о смешных повадках Бурана, о книгах, которые я доставал с пыльных полок. Я узнал, что она любит зеленый чай с жасмином и терпеть не может вареный лук. Она узнала, что я по утрам решаю кроссворды и считаю лучшим фильмом на свете «Белое солнце пустыни». Эти мелкие, незначительные детали строили между нами хрупкий мостик доверия. Я снова начал чувствовать себя живым. Я стал замечать, как луч утреннего солнца путается в ее темных волосах, когда она пьет свой чай. Замечал ее тихую, застенчивую улыбку, когда Буран клал ей голову на колени. Во мне просыпалось нечто большее, чем просто сочувствие. Это было желание защитить. Желание увидеть, как из ее больших печальных глаз исчезнет, наконец, эта застарелая боль. Однажды вечером, когда мы сидели на кухне, а за окном тихо шумел весенний дождь, я решился. «Я рассказал тебе свою историю, Анна», — начал я, осторожно подбирая слова. «Но я ничего не знаю о твоей. Я не настаиваю, пойми правильно. Но если ты когда-нибудь захочешь поговорить, я буду слушать». Она долго молчала, медленно помешивая ложечкой в своей чашке. Дождь барабанил по подоконнику, отбивая такт ее мыслям. Буран спал у наших ног, тихо поскуливая во сне. «Я должна», — наконец произнесла она так тихо, что я едва расслышал. «Вы спасли меня, Виктор. Вы заслуживаете знать, кого приютили. Просто это длинная и уродливая история.
Она совсем не похожа на вашу светлую печаль. Моя история про грязь». И она начала рассказывать. Ее голос был ровным, почти безэмоциональным, словно она рассказывала не о себе, а пересказывала содержание страшной книги. «Моя жизнь до недавнего времени была похожа на сказку», — начала она. «У меня были прекрасные родители. Отец Михаил Петрович, человек старой закалки, сам себя сделал. Начинал простым рабочим, а в итоге построил свою, пусть и не огромную, но очень успешную фирму по ремонту и дизайну. Мама — воплощение доброты и заботы. Нас в семье было двое. Я и моя младшая сестра, Лидия. Она сделала паузу, и я увидел, как ее пальцы, сжимавшие чашку, побелели. Мы с Лидой были разными, как день и ночь. Я была тихой, домашней, обожала рисовать, мечтала стать дизайнером. Отец видел во мне свою преемницу, говорил, что у меня светлая голова и деловая хватка. А Лида была фейерверком, яркая, шумная, всегда в центре внимания. Она умела очаровывать. Всегда получала то, что хотела. Особенно от мамы, которая в ней души не чаяла. В детстве это казалось забавным. Она могла взять мою новую куклу, а потом расплакаться так, что виноватой выставляли меня. Она всегда говорила, что я папина любимица, а ее никто не любит. И под этим соусом творила, что хотела. Я ее очень любила. Я думала, это просто черта характера. Я не видела в этом зла. А потом в моей жизни появился Глеб. Он был сыном папиного давнего партнера по бизнесу. Высокий, обаятельный, с невероятной улыбкой. Он был не похож на других. Он не смеялся над моим увлечением рисованием, а восхищался. Приносил мне редкие книги по искусству. Водил на выставки. Он говорил такие слова, от которых у меня кружилась голова. Я влюбилась без памяти, как в романах. Мне казалось, что я летаю. Родители были счастливы. Отец видел в нашем союзе не только мое счастье, но и укрепление бизнеса. Одна только мама иногда говорила: «Какой-то он слишком правильный, Танюша, будто роль играет». Я отмахивалась. Что она понимала в любви? Мы поженились. Это была сказочная свадьба. Лида была моей главной подружкой, произнесла трогательную речь, плакала от счастья за меня. Мы уехали в свадебное путешествие. Родители Глеба подарили нам новую, огромную квартиру, и Глеб в порыве щедрости оформил ее на меня. «Все для тебя, любимая», — говорил он. Я была на вершине счастья. Вернувшись, я с головой ушла в работу в фирме отца. Он был доволен. Однажды он позвал меня к себе и сказал, что хочет переписать фирму на меня. «Ты взрослая, замужняя», — говорил он. «Глеб тебе поможет, парень он толковый, а я на покой хочу». Я отнекивалась, говорила, что рано, но он был непреклонен. Мы начали готовить документы, и вот тут все и случилось. Анна замолчала, ее дыхание стало прерывистым. Я молча пододвинул к ней стакан с водой. Она сделала маленький глоток. Мне нужно было заехать к родителям вечером, чтобы утром вместе пойти к нотариусу. Я договорилась, что переночую у них, сказала об этом Глебу. Но по дороге случилась глупость. Проезжавший мимо автобус окатил меня грязной водой из лужи. Мое новое светлое пальто было безнадежно испорчено. До дома родителей было дальше, чем до нашего. И я решила вернуться, переодеться и отнести пальто в химчистку. Я открыла дверь своим ключом. Было тихо.
Я подумала, что Глеб еще на работе. Уже в прихожей я услышала звуки из нашей спальни. Голос мужа и женский смех. Счастливый, беззаботный смех, который показался мне до боли знакомым. Я на цыпочках подошла к приоткрытой двери. Я не видела ее лица, я видела только спину Глеба и обвивавшие его шею руки с ярко-красным маникюром. Таким же, какой всегда делала себе Лида. «Демка, ну когда ты ей уже все скажешь? Я так устала притворяться!» Проворковал знакомый голос моей сестры. Я не знаю, как я не закричала. Земля ушла у меня из-под ног. Я просто развернулась, так же тихо вышла из квартиры и закрыла за собой дверь. В ушах стоял гул. И я брела по улице, ничего не видя перед собой. Мир, который я знала, рухнул. Мой любящий муж и моя любимая сестра. Я не поехала к родителям. Сняла номер в какой-то дешевой гостинице и всю ночь просидела на кровати, глядя в стену. Утром я позвонила отцу, сказала, что плохо себя чувствую, и попросила отложить встречу у нотариуса. А потом мне позвонила Лида, веселая, щебечущая. Напомнила, что на завтра у нас запланирована поездка в горы, поход, о котором она мечтала целый год. Она так упрашивала, так радовалась. В моем отупевшем от горя мозгу мелькнула мысль. Это шанс. Шанс уехать, побыть с ней наедине и все выяснить. Заставить ее посмотреть мне в глаза. Я согласилась. Мы приехали на турбазу поздно вечером. Я почти не разговаривала, ссылаясь на усталость. А утром я проснулась от ее приглушенного голоса в соседней комнате. Она говорила по телефону, и я услышала то, что превратило мою семейную драму в кошмар. «Да, Демка, мы на месте. Нет, она ничего не подозревает. Ходит как в воду опущенная. Спрашивала про документы, сказала, что вроде бы все подписала, все в порядке. Не волнуйся, милый. Я сделаю все, как мы договорились. Завтра во время восхождения случится несчастный случай. Никто ничего не докажет. Фирма будет нашей. Я люблю тебя». Анна закрыла лицо руками, ее плечи мелко дрожали. Я стояла за дверью и понимала, что моя сестра собирается меня убить. Убить из-за фирмы, из-за мужчины, который обманывал нас обеих. В тот день мы пошли в горы. Я шла за ней по тропе и видела перед собой не сестру, а чудовище. Мы поднялись на небольшую вершину к обрыву. Вид был потрясающий. И там, на краю земли, я сказала ей, что все знаю, что слышала ее разговор. Я никогда не видела ее такой. Ее милое лицо исказилось от злобы, вся зависть, вся ненависть, которую она копила годами, выплеснулась наружу. Она кричала, что я всегда все у нее отбирала, любовь родителей, успех, а теперь и мужчину ее мечты. Она кричала, что Глеб полюбил ее с первого дня, а на мне женился только ради отцовских денег, и потом... Она бросилась на меня. Она хотела столкнуть меня в пропасть. Это была чистая ярость. Я инстинктивно отшатнулась, споткнулась и упала на каменистую землю у самого края. А она, вложив всю силу в толчок и не встретив преграды, по инерции пролетела мимо. Я видела ее расширенные от ужаса глаза, слышала ее крик. Один короткий крик, оборвавшийся где-то внизу. Я подползла к краю. Внизу, на острых камнях, лежало неподвижное тело. Моя сестра. Она была мертва, а я была жива. И я поняла, что мне конец. Никто не поверит в несчастный случай.
Глеб сделает все, чтобы меня посадили. Он скажет, что это я узнала об их романе и из ревности убила сестру. Я была в ловушке. И тогда я решила умереть. Для всех. Я спустилась с горы другой, безопасной тропой. Незаметно пробралась в наш домик, схватила свои документы, все наличные деньги и кое-какие вещи, и я убежала. Я знала, что родители привыкли к выходкам Лиды, к ее исчезновениям, а вот мое исчезновение вызовет тревогу. Когда найдут тело, все решат, что это я. Мы были так похожи. Так я стала призраком. Я скиталась несколько месяцев, перебиваясь случайными заработками. В одном из городков я подобрала замерзающего щенка, Бурана. Он стал моим единственным другом. Я боялась каждого встречного, каждого полицейского. Деньги кончались, силы тоже. Я добралась до вашего города и просто шла, куда глаза глядят, пока не упала на том берегу. Я больше не могла. Я просто хотела, чтобы все это закончилось. Она договорила и подняла на меня глаза, полные слез и отчаяния. Вот, Виктор, теперь вы знаете. Вы приютили не просто бездомную. Вы приютили беглянку. Возможно, убийцу. Кухня погрузилась в тишину. Было слышно только, как стучит дождь по стеклу и как мерно тикают старые часы на стене. Часы, отсчитывающие время новой, совершенно невообразимой реальности. Дождь за окном превратился в ливень, он хлестал по стеклу, словно хотел смыть с этого мира всю грязь, о которой только что поведала Анна. Она сидела напротив, ссутулившись, обхватив себя руками, и смотрела на меня так, как смотрит подсудимый на судью в ожидании приговора. В ее глазах была готовность к любой, самой страшной развязке. Она все рассказала и была готова к тому, что я сейчас встану, надену пальто и пойду в ближайшее отделение полиции. Я долго молчал, переваривая ее историю. Каждое слово, каждая деталь отпечатывались в моем сознании, натренированном годами анализировать человеческие трагедии. Но сейчас я анализировал не как следователь. Я слушал как человек, который сам прошел через ад. Я видел не факты и улики, а звенья одной цепи предательства, которое едва не задушило эту молодую женщину. Наконец я нарушил молчание. «Ты не убийца, Анна», — сказал я тихо, но твердо, чеканя каждое слово. Она вздрогнула, словно от удара, и подняла на меня изумленный, недоверчивый взгляд. «Ты даже не представляешь, сколько раз за свою службу я видел настоящее, холодное, расчетливое зло. Оно выглядит не так. Оно не плачет по ночам и не боится собственной тени. То, что случилось на той горе, трагедия, но не преступление. Ты защищала свою жизнь. Это был выбор между твоей смертью и ее, и ты выбрала жить. Это не вина, это инстинкт. Я видел, как напряжение медленно отпускает ее плечи, до этого сведенные в тугой узел, немного расслабились. «Но я убежала», — прошептала она, — «я всех обманула. Родителей, они, наверное, похоронили меня. Ты сделала то, что должна была, чтобы выжить», — прервал я ее. «Ты была в шоке, напугана, и у тебя были все основания бояться. Твой муж, Глеб, и твоя сестра загнали тебя в угол. Любой на твоем месте запаниковал бы». Я встал, подошел к окну и всмотрелся в темные, бегущие по стеклу струи.
Впервые за 3 года туман в моей голове полностью рассеялся. На его место пришла холодная, звенящая ярость. Ярость на этого Глеба, который так легко играл чужими жизнями. На систему, которая позволяет таким, как он, уходить от ответа. И где-то в глубине души я понимал, что этот Глеб — олицетворение того самого безнаказанного зла, которое отняло у меня мою семью. Если я не мог наказать убийцу моей жены и сына, то я мог помочь наказать его. Давно забытый механизм в моем мозгу со скрипом пришел в движение. Заработали шестеренки логики, анализа, планирования. Следователь Виктор, которого я считал мертвым и похороненным, просыпался. «Просто пойти в полицию сейчас — плохая идея», — сказал я, поворачиваясь к ней. «У тебя нет доказательств. Есть только твои слова против его. А ты беглянка, 3 месяца скрывавшаяся неизвестно где. Он наймет лучших адвокатов, выставит тебя сумасшедшей, мстительной ревнивицей. Они перевернут все с ног на голову. Тогда что же делать?» В ее голосе прозвучала безнадежность. «Мы заставим его самого все рассказать», — ответил я, и в моем голосе появились стальные нотки, которых я сам от себя не ожидал. Нам нужна его исповедь. Добровольная и подробная, записанная на диктофон. На следующий день я приступил к действиям. Я чувствовал себя так, словно очнулся от долгой тяжелой болезни. Я достал свою старую записную книжку. Многие номера уже не отвечали, но некоторые были мне верны. Первым делом я позвонил Игорю, бывшему коллеге из технического отдела. Теперь он держал свою маленькую фирму по системам безопасности. Я не стал вдаваться в подробности, просто сказал, что для одного деликатного дела мне нужен самый лучший и самый незаметный жучок. Игорь все понял без лишних слов и к вечеру передал мне крошечное устройство, замаскированное под брошь. Второй звонок был сложнее. Я набрал номер Петра Сергеевича, старого частного детектива, бывшего опера, с которым мы когда-то работали. Человек он был циничный, но кристально честный. Я попросил его собрать всю информацию о Глебе. Дискретно. Привычки, распорядок дня, с кем встречается, где бывает. Через 3 дня у меня на столе лежал подробный отчет. Глеб процветал. После официального признания Анны погибшей и бесследного исчезновения Лидии он, как муж, через полгода вступил в права наследства. Фирма отца Анны теперь полностью принадлежала ему. Он вел разгульный образ жизни, но делами управлял жестко и умело. А еще у него была одна привычка, которая должна была стать его ахиллесовой пятой. Каждый будний день, ровно в 1:00 дня, он обедал в дорогом ресторане «Империал», всегда за одним и тем же столиком в углу. Один. План был готов. Самой сложной его частью была Анна. «Ты должна будешь встретиться с ним», — сказал я ей тем же вечером, положив на стол отчет и миниатюрную брошь. Она побледнела, как полотно. «Я не смогу, Виктор, я его боюсь». «Я знаю, но только ты можешь заставить его говорить. Он будет в шоке. Он решит, что ты призрак или что ты пришла его шантажировать. Его самонадеянность — наше главное оружие. Он начнет хвастаться, объяснять, какой он умный, а ты будешь просто слушать. Я буду там, за соседним столиком. Он меня не знает. Если что-то пойдет не так, я вмешаюсь. Ты справишься, Анна. Ты сильнее, чем думаешь». Мы репетировали несколько дней. Я был ее режиссером и психологом. Мы проигрывали все возможные сценарии.
Я учил ее, как держаться, как смотреть, какие вопросы задавать, чтобы вывести его на откровенность. С каждым днем я видел, как в ней растет решимость. Страх никуда не делся, но теперь рядом с ним жила жажда справедливости. И вот этот день настал. Ресторан «Империал» встретил нас тихой музыкой, запахом дорогого парфюма и приглушенными голосами. Я сел за столик у окна, спрятавшись за газетой. Ровно в час дня вошел Глеб, уверенный, холеный, в дорогом костюме. Он лениво кивнул метрдотелю и направился к своему столику. Через 5 минут, сделав глубокий вдох, в зал вошла Анна. Она была одета в простое темное платье, которое я купил ей накануне. Никакой косметики, только ее естественная бледность. Она шла между столиками медленно, но уверенно. Я видел, как напряжена ее спина, как крепко она сжимает в руке маленький клатч. Она подошла к его столику. Глеб поднял голову от меню, и его лицо окаменело. Вилка, которую он держал в руке со звоном, упала в тарелку. Он смотрел на нее так, словно увидел привидение. Его губы беззвучно шевелились. «Здравствуй, Глеб», — спокойно сказала Анна. Ее голос не дрогнул. «Не ожидал меня увидеть?» «Таня», — прохрипел он, вцепившись в скатерть. «Но ты же умерла. Как видишь, не совсем». Она села напротив него. Слухи о моей смерти оказались несколько преувеличены. Он продолжал смотреть на нее, и я видел, как в его глазах шок сменяется страхом, а затем злой, расчетливой мыслью. Он решил, что она пришла за деньгами. «Что тебе нужно?» — спросил он уже более уверенно, понизив голос. «Поговорить», — просто ответила Анна. «Я просто хочу понять, за что. За что ты так со мной? С Лидой». Он криво усмехнулся. Видимо, решил, что она ничего не знает о его роли, а винит во всем только сестру. Его высокомерие вернулось. «Лида? Эта дура сама виновата. Слишком многого хотела. А ты была просто инструментом, Танечка. Идеальным инструментом. Красивая, наивная, с папой-богатеем. Ты думала, это любовь? Не смеши меня. Это был бизнес-план. И он был идеален, если бы не вы, 2 сестрички-идиотки, которые все испортили. Он говорил, упиваясь собственным цинизмом и безнаказанностью. Он рассказал все. Про то, как соблазнил Лиду, играя на ее зависти, про план с фирмой, про несчастный случай в горах. Он даже посмеялся над тем, как глупо все вышло. Впрочем, заключил он, отпивая коньяк, который успел заказать официант, конечный результат меня устраивает. Фирма моя, а вас обеих нет. Так что говори, чего ты хочешь? Денег? Сколько? Я заплачу, чтобы ты снова исчезла. На этот раз навсегда». Анна молча смотрела на него. В ее глазах не было ни страха, ни ненависти, только ледяное презрение. Она медленно поднялась. «Мне от тебя ничего не нужно, Глеб», — сказала она. «Ты все сказал сам». Она развернулась и пошла к выходу, не оборачиваясь. Я бросил на стол несколько купюр и последовал за ней. Мы встретились на улице. Холодный воздух ударил в лицо. Анна дрожала всем телом, но держалась прямо. Я подошел и просто накинул ей на плечи свое пальто. «Все кончено», — сказал я. «Да», — прошептала она и посмотрела на меня своими огромными, зелеными, как весенний лес после дождя, глазами. «Теперь все кончено». В ее руке была маленькая брошь. Диктофон работал безупречно. Мы шли домой из ресторана пешком сквозь тихие спящие улицы.
Весенний воздух был чистым и прохладным после дождя. Анна зябко куталась в мое пальто, а я впервые за долгие годы не чувствовал холода. Внутри горел огонь, огонь праведного гнева и предвкушения справедливости. Мы почти не разговаривали, слова были не нужны. Я просто взял ее холодную, дрожащую руку в свою, и мы шли так, держась друг за друга. Два одиноких корабля, нашедших в шторме общий курс. Вернувшись в квартиру, которая теперь казалась настоящим домом, убежищем, мы первым делом прослушали запись. Голос Глеба, самодовольный, циничный, наполнял тихую комнату. Каждое его слово было гвоздем в крышку его гроба. Анна слушала молча, ее лицо было сосредоточенным и строгим. Когда запись кончилась, она глубоко вздохнула, словно выдыхая последние остатки страха, который травил ее столько месяцев. «Теперь я ему верю», — тихо сказала она. «Кому?» — не понял я. «Вам, тому, что я не убийца». На следующий день я отправился в областную прокуратуру. Не в наше местное отделение, где у Глеба и его семьи могли быть связи, а выше. Я позвонил старому товарищу, с которым мы начинали службу еще лейтенантами, а теперь он сидел в большом кабинете с табличкой «Заместитель прокурора области». Я положил ему на стол диктофон. «Послушай, Семен, без протокола, просто послушай». Он слушал молча, и его добродушное лицо становилось все более хмурым и жестким. Когда запись кончилась, он долго смотрел в окно, потом повернулся ко мне. «Где она?» «Свидетельница. Она в безопасности. И будет там до тех пор, пока ты не дашь мне слова, что этому делу дадут ход, настоящий ход». Он дал слово. Арест Глеба был похож на взрыв бомбы в тихом болоте их элитного мирка. Он был в ярости, все отрицал, нанял самых дорогих адвокатов. Но против записи, подлинность которой подтвердили лучшие эксперты, его крики были бессильны. Началось долгое, мучительное следствие. А для Анны наступил самый главный и самый страшный этап ее возвращения. Она должна была позвонить родителям. Мы сидели на кухне несколько часов. Телефон лежал на столе между нами, как не разорвавшаяся граната. Анна то брала его в руки, то снова клала. Она была бледнее, чем в тот день, когда я нашел ее у реки. «Я не могу, Виктор», — шептала она, — «что я им скажу?» «Здравствуйте, мама. Это ваша дочь, которую вы похоронили 3 месяца назад. Это их убьет. Это их воскресит», — твердо сказал я. «Им больно, Анна. Они потеряли обеих дочерей. Верни им хотя бы одну, я буду рядом». Наконец она решилась. Ее пальцы дрожали так, что она несколько раз не могла набрать номер. Я накрыл ее руку своей, и она, сделав глубокий вдох, нажала кнопку вызова. Пошли длинные гудки. «Алло?» — раздался в трубке усталый, потухший женский голос. Голос ее матери. Анна молчала, не в силах вымолвить ни слова. «Алло, я вас слушаю», — повторила женщина с ноткой раздражения. «Мама», — прошептала Анна, и ее голос сорвался. «Мамочка, это я». На том конце провода воцарилась тишина. Такая густая и тяжелая, что, казалось, ее можно было потрогать. «Кто это?» — наконец выдохнула женщина. «Кто так жестоко шутит?» «Мама, это я, Аня!» Уже громче, сквозь подступившие рыдания, сказала Анна. «Я жива, мамочка, я жива!»
И я слышал, как в трубке раздался сдавленный вскрик, потом какой-то грохот, словно упал стул, потом мужской встревоженный голос отца. «Люся, что с тобой?» Анна плакала в трубку, повторяя одно и то же. «Папа, это я, Аня, я жива!» Через сутки они были у нас. Я открыл дверь и увидел на пороге двух совершенно седых, постаревших на 10 лет людей. Ее мать, увидев Анну, застыла на мгновение, а потом издала крик, в котором смешались горе, неверие и безграничное счастье. Она бросилась к дочери, обнимая, ощупывая ее, словно боясь, что это мираж. Отец, крупный, сильный мужчина, просто стоял, прислонившись к дверному косяку, и по его щекам текли слезы. Он плакал молча, беззвучно, как плачут мужчины, когда их горе слишком велико для слов. Я тихо ушел на кухню, оставив их одних. Я слышал их приглушенные рыдания, обрывки фраз, вопросов. Это был их момент. Момент болезненного, но счастливого воссоединения. Через час в кухню вошел отец Анны. Он молча подошел ко мне и протянул свою широкую мозолистую ладонь. Его рукопожатие было крепким, как сталь. «Спасибо», — просто сказал он, глядя мне прямо в глаза, и в этом одном слове было все. Начались сложные юридические процедуры по воскрешению Анны. Эксгумация, экспертиза ДНК, которая подтвердила, что в могиле под ее именем похоронена Лидия. Отмена свидетельства о смерти. Это была долгая бумажная волокита, но она была необходима. Родители Анны сняли квартиру в нашем городе, чтобы быть рядом. Они окружили ее такой заботой и любовью, словно пытались наверстать все упущенное. Суд над Глебом был закрытым, но я знал все подробности. Его приговорили к длительному сроку за организацию покушения на убийство и мошенничество. Справедливость восторжествовала. А наша с Анной жизнь текла своим чередом. Она больше не была моей гостьей. Она стала хозяйкой этого дома. Она заполнила его светом, теплом и тихим смехом. Она переклеила обои в гостиной, повесила новые шторы. Она не трогала только комнату Мишки. Однажды она спросила меня: «Можно я сделаю там свою мастерскую? Я буду рисовать». Я кивнул. И вскоре комната наполнилась запахом красок и скипидара. На мольберте начали появляться удивительные светлые пейзажи. Я смотрел на нее и понимал, что моя жизнь без нее снова станет пустой и серой. Что эта тихая, сильная женщина, которую я вытащил с того света, на самом деле вытащила меня. Она научила меня снова дышать. Однажды вечером, в начале лета, мы, как обычно, гуляли с Бураном. Мы спустились к реке, к тому самому месту, где я ее нашел. Река успокоилась, стала плавной, широкой, и в ее темной воде отражались звезды. «Страшно подумать», — тихо сказала Анна, глядя на воду. «Если бы ты тогда прошел мимо». «Я не мог», — ответил я, потому что в тот момент я стоял на середине моста и собирался сделать шаг в эту воду. Ты спасла меня, Анна, а не я тебя. Она повернулась ко мне, и в ее глазах при свете луны блеснули слезы. «Виктор», — начала она. «Я люблю тебя, Аня», — сказал я, перебивая ее. Слова, которые я думал, что никогда больше не произнесу, слетели с моих губ так легко и просто. Я знаю, что я старый израненный солдат, и что в моем сердце всегда будет место для тех, кого я потерял.
Но там нашлось место и для тебя. Огромное место. И я не представляю, как буду жить, если ты из него уйдешь. Выходи за меня замуж». Она не ответила. Она просто шагнула ко мне и крепко обняла. И в ее молчаливых объятиях я услышал самое громкое и самое счастливое «да» в своей жизни. Скрип-скрип. Старое кресло-качалка все так же мерно отсчитывает секунды моей долгой, счастливой жизни. Солнце уже почти коснулось горизонта, окрасив небо в цвет переспелой вишни. Дверь на веранду тихо скрипнула, и вышла она, моя Анна. Седая, с сеточкой морщинок у глаз, но с той же тихой улыбкой и с теми же зелеными, как весенний лес, глазами. В руках у нее поднос, а на нем яблочный пирог, источающий божественный аромат корицы. «Ну что, рассказчик, утомил, небось, наших слушателей?» — ласково спросила она, ставя поднос на столик. Из-за яблонь, смеясь и толкаясь, выбегают двое. Мальчик лет 7, темноволосый, с моими серьезными глазами, и девочка лет 5, светловолосая, с улыбкой своей бабушки. Миша и Анечка. «Деда, а ты был героем?» — спрашивает Мишка, забираясь ко мне на колени и утыкаясь носом в мой старый свитер. Я глажу его по голове и смотрю на свою жену. Она садится в кресло рядом, и я беру ее теплую сухую руку в свою. «Нет, внучек, я не был героем», — отвечаю я. Героями были выдуманные рыцари, а я был просто сломленным человеком, который в самый темный свой час нашел на берегу реки другую сломленную душу. И мы просто помогли друг другу собрать осколки. Жизнь — это река. Моя река несла меня в черный омут отчаяния. Река Анны выбросила ее на холодный берег после страшного шторма. Но, встретившись, два этих потока слились в один, и мы потекли дальше, вместе, мимо порогов и мелей, через бури и штиль, и в конце этого долгого пути мы нашли свою тихую, спокойную гавань. Я смотрю на свою семью, на дом, который мы построили, на сад, который мы вырастили. Я слышу смех своих внуков, и я понимаю, что я самый богатый человек на свете. Я безмерно благодарен тому дню, тому мосту и той реке. Тому, что я не прошел мимо. Тому, что я решил спуститься к воде.